комфорта, я уже об этом ранее говорила. Ну и, конечно же, я очень быстро хотела бы сказать о том, что для этого необходимо выполнять задачи, которые стоят перед дистанционным обучением. В первую очередь это изучение индивидуальных, личностных особенностей детей. То есть каждому педагогу нужно знать своих детей, кто он по типу темпераменту, да, какие у него мотивационные аспекты развиты лучше, потому что успешность мотивации будет тогда, когда она идет осознанно, когда есть когнитивная мотивация. Если у ребенка совершенно другая мотивация, то здесь надо уже ориентироваться на то, как ему можно помочь подняться выше. На каком уровне находится его познавательная деятельность, для того, чтобы тоже ему оказать помощь при построении и выполнении заданий. Нужно знать среду, ресурсы дистанционного обучения, благополучная атмосфера должна быть. И, конечно же, должен быть дифференцированный подход к детям. Самое главное, это, конечно же, умение предоставлять обратную связь. Вот эта вот интерактивная связь, она должна быть рефлексивной, то есть мы все должны четко знать, работаем мы с вами в онлайн или в офлайн режиме, обратная связь, она должна быть конструктивной. Она должна быть такой, чтобы развивать у ребенка дальнейшее желание изучать этот материал, продвигаться и быть активным в дистанционном обучении. Ну и, конечно, нужно четко знать, синхронно или асинхронно мы взаимодействуем, потому что у каждой из этих форм дистанционного обучения свои цели, свои задачи, и, конечно же, мы с вами выбираем определенные средства того, как с ними работать. В частности, уже Ельдос Набиалович уже нам сказал, что какие сервисы лучше подходят при какой форме проведения. Ну и, конечно, здесь я вам хотела сказать, что нужно обращать внимание на 5 направлений. Это аналитика диагностическая, то есть это диагностика, идет личностных, межличностных, эмоциональных каких-то особенностей. И, конечно же, мониторинг, сам мониторинг дистанционного обучения. Просветительское направление, оно связано с тем, что нужно создавать мероприятия по внедрению дистанционного обучения. Да, в частности, вот сегодняшний наш онлайн-семинар, он тоже можно отнести к просветительскому направлению, потому что сегодня, благодаря данному семинару, мы с вами уже пополнили свою копилку того, как работать, наверное, нам самим в первую очередь в дистанционном формате. Ну и, конечно, консультативное направление относится не только по отношению к ученикам. Консультативное направление – это когда, опять-таки, мы касаемся всех направлений. Это и ученик, это учитель, это родитель, в первую очередь. Методическое направление, то есть здесь очень важен такой момент, когда педагоги друг с другом взаимодействуют. Здесь не должен один человек работать и искать методы, которые могли бы помочь ему в проведении дистанционного обучения. Здесь должна быть такая среда, где все взаимосвязаны и работают по взаимообогащению друг друга. Ну и технологическое направление – это когда мы умеем выбирать нужное направление для построения структуры урока. То есть четко знаем, какая технология подойдет нам в работе с детьми в онлайн или в офлайн режиме. Ну и, конечно же, то, что сейчас вот такая ситуация сложилась, это накладывает своего рода отпечаток. Учителям сейчас необходимо выступать в роли фасилитатора, то есть такого куратора, консультанта, который должен создавать все условия для успешного продвижения ребенка. То есть такая должна быть организовано такое пространство, которое создавало бы хорошее развитие для детей. Вы видите, что это внедрение диалогического обучения и применение цифровых технологий, да? Конечно же, это развитие навыков 21 века, это очень важно. Мы с вами знаем, что это и 4К модель, и soft skills, и hard skills, навыки, которые очень сейчас необходимы каждому из нас.
И в первую очередь я хотела бы сказать, чтобы быть хорошим фасилитатором, нам самим надо учиться быть гибкими, нам самим надо развиваться и повышать свою компетенцию в профессиональном плане, в личностном становлении. Ну и, конечно же, мы четко должны знать, какие средства обучения мы должны использовать. То есть их очень много, они разнообразны и требуют от нас, конечно, четкого понимания, какая технология или какая форма проведения поможет мне раскрыть материал в том или ином формате проведения. Ну и, конечно же, хотела бы вот сказать о том, что самое главное, если дистанционное обучение основано в основном на самостоятельном обучении, да, то мы с вами должны думать о том, что мы должны сделать для того, чтобы ученики смогли самостоятельно обучаться. Я так думаю, что в первую очередь надо обращать внимание на эффективные методы и технологии обучения. То есть сегодня существуют разные технологии. Это и телевизионная технология, которая сейчас у нас внедрялась в нашей республике, это интернет-технология, кейс-технология, технология проектного обучения, технология Flipped Classroom и, конечно же, технология трехмерной методической системы обучения. Какую бы мы ни избрали технологию, мы должны в первую очередь думать о том, как она может помочь раскрыть материал и чему сможет научиться ребенок, если я буду использовать данную технологию. И насколько эта технология эффективна будет в применении в работе, допустим, с детьми. Потому что онлайн это нам легче взаимодействовать, когда мы можем друг друга видеть, и в условиях реального режима можем взаимодействовать. Но если говорить об офлайн обучении, да, то здесь очень многое зависит от нас, как мы с вами сможем выявить, какая из этих технологий поможет мне лучше установить контакт с ребенком, и этот ребенок будет самостоятельно изучать материал и стараться его обогатить самостоятельно в дальнейшем. И, конечно же, наша большая задача заключается в том, что должна проводиться большая, кропотливая работа с нашими родителями, потому что в первую очередь надо родителям говорить о том, какой режим должен быть соблюден дома и что необходимо родителям для того, чтобы помочь ученикам. Ну, на этом у меня все, поэтому спасибо вам большое за то, что прослушали меня. Слово я вам передаю. Спасибо большое, Асель Джангазиевна. Очень интересное, такое емкое выступление. Я заслушалась. Уважаемые коллеги, у нас Саулета Лапидиновна не подключилась еще, да? Саулета Лапидиновна, кажется, возле Асель Джангазиевны, да, она? Она сидит в другом. Мы сегодня на работе, но она выходит... Мы на Саулета Лапидиновна шықты. Енді жаңа айтылып жатыр бұл мәселе. Бүгінгі біздің вебинардың тақырыбы бізде қашықтан оқыту технологиясын жобалау болатын. Соған байланысты біз өзіміздің Республика институт, Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысының мамандарымен бірлесе отырып, бағана білім беру бағдарламасын жасағанымызды көрсеткен болатын. Енді жаңа осы вебинардың барысында Елдос Набиоллаұлы сіздерге анкета көрсеткен болатын, сауалнама жүргізді. Мектеп мұғалімдерімен сол сауалнаманың нәтижесінде тек қана мұғалімге қажеттілігі интернет платформалар, не болмаса онлайн сервистер ғана емес, сонымен қатар қажеттілігі жаңа нормативті құқықтық құжаттарында қажеттілігін айтып өткен болатын. Соған кішкене ғана тоқталып өтейік, себебі қазір шыны керек біздің осы вебинардың жүргеніне сағат жарымдай уақыт болып жатыр. Уақыттарыңызды көп алмай қысқа әрі нұсқа айтып кеткім келеді.
жаңа ғана Әсел Жанғазиевна айтып өтті. Жалпы осы қашықтан оқытуды ұйымдастыруда оның психологиялық, педагогикалық негізінің маңыздылығын атап өтті. Біз осы